Şunca yıldan beri ısırlı tamiratı gelen 30 yıl devamında hiç kimse kullanmıyor. Практически здесь же работа выполнена на более чем 95%. Ну там осталось в домах, там и ТП, вот кое-что там. Теплотрассы все уже закончены. Вот я вам, как вам показывал, видите трубы? Такие же пенополиуретан, металлическая оболочка. Это вот для наружных сетей. А везде под землей идет пенополиуретан черный, ПВХ оболочка, полихлорированная оболочка. Значит, котельная на 63 мегаватта. Вот, 3 котла, сейчас зайдем посмотрим. 3 котла по 21 мегаватта. Вот видите домовые трубы, вот, выходящие газы, отработанные газы, значит, на каждый котел по отдельности. Вот территорию вы видите, вот ТП по электричеству. Вот здесь вот 2 бака сырой воды по 6,3 куба. Здесь вот емкость уже химочищенной, вот деаэрированной воды. Идет, значит, вода вот подогревается в теплообменниках. Вот, теплообменник подогревается, и здесь насос перекачивается. Вот баки фильтры, где вот видите это добавки. Соль. Для смягчения воды, да? Да, для умягчения воды. Для умягчения. Она засыпается в эти емкости, вот определенное количество, и проходя через нее вода умягчается. То есть трубы, да, чтобы они не проходили с коррозией, чтобы не гнили. Кислород удаляется, углекислый газ удаляется, что приводит к порче. Вот. Ну и через систему фильтрации проходит уже все примеси, осадки, все осаждается, и идет техническая, она не питьевая, техническая, но подготовленная вода, и это что для отопления. Он бак сырой стоит сзади. Видите? Вот куда-то соль засыпается. Вода одну к нам течет, что теплообменники, чтобы подогревалась вода, она подогревается, чтобы система не поступала. Для этого она подогревается до 45-50 раз. Подогревается, поступает в обратку, у нас обратно 70 раз, и уже здесь 50 раз поступает, и потом в котел. Сейчас вот это самая такая ответственная вещь, вот хорошая Данфорская, Швейцария выпускает, вот это двухходовой регулирующий клапан. Вот то, что я вам говорю, датчик наружного воздуха, то, что у нас в здании будет стоять, он связан со шкафом управления и вот с этим клапаном. Он, можно его вручную регулировать, но он будет работать в автоматическом режиме. Датчик дает сигнал о наружной температуре. Он здесь клапан открывает или закрывает. Вот. То есть больше дает или меньше теплоносителя. 120 градусов. Вот этот теплообменник вот поступает сюда. В этом теплообменнике вот, можете посмотреть, вот по одной вот эти пластины идут. Пластины. И они сделаны так, что по одной пластине поступает вот эти, ходит теплоноситель, циркулирует. В другой пластине внутренний контур дома. И то есть вот через одну пластину, одна пластина от котельной, вторая внутридомовой, от котельной внутридомовой. И они между собой вот, через металл, это нержавеющий металл, и передают тепло. Гармия айн даимитет. Косвенным. То есть оба аралашамешат. Гармия айн даимитет через пластину. Ин об только косвенным способом передавался. Вот это внутренний контур. Это то, что в доме вода циркулирует. Это идет с котельной, вот возвращается в котельную.
И вот так вот здесь тепло передается. Теперь понятно, да? Вот. Ну, здесь вот эти агрегаты, это вам сейчас изучать долго не надо. Вот эти вот насосы, о которых я говорил, вот на внутреннем контуре, почему два? Если один вдруг вышел из строя, автоматически будет включаться другой. Автоматически. Или вот так здесь автоматически сделано, что если он по какой-то причине перестал работать, второй, резервный. На горячей воде то же самое. Вот видите, вот два насоса. Это насосы, да? Да, да. Это теплообменник отопления, вот это на горячую воду теплообменник. И вот по два насоса также. Вот они, если один что-то не работает, второй включается, второй работает, бригада приходит, ремонтирует и опять включается. Этот агрегат на один дом, да? Да, это на один дом. И у таких, так как вот дома некоторые есть большие, их по два будут ставиться. Два. Где-то вот по одному. И они все различаются. Вот смотрите, вот на отоплении поменьше теплообменник, меньше пластин. А на горячую воду побольше. Это потому что там расход. Да, холодная вода, и в расход ее надо догреть до определенной температуры, там 70 градусов должно подаваться. А здесь поменьше, так как это уже закрытая. Да, система. Да, без разбора. Да. Вот, ну здесь, сейчас вот эти все датчики, вот этот пресс-состав, вот регулятор, это вам пока сложно. Вот, Зачем? это пресс-состав, он выполняет роль, вот как, знаете, сейчас стоят насосчики в домах, подкачивают холодную воду. Пресс-контроль. Пресс-контроль называют. Вот, пресс-состав. Вот, он то же самое, как вот там реле, диапазон. Там, например, ставите 6 бар, 4 бара. Ага. До 4 падает, он включается, до 6 поднялся, он отключился. И вот этот диапазон. Вот это то же самое. Он дает команду на клапан. Это вычислитель. Вот клапан подпитки. И здесь идет подпитка системы внутридомовой. Вот видите, вот это вот от центральной идет обратка от котельной. Вот подача, вот обратка. И он с обратки подпитывает вот систему внутридомовую. Когда давление падает, он подпитывает. И также вот пресс-состав на горячей воде. Он то же самое дает команду и идет подпитка, чтобы давление держалось в определенных пределах. 2-4 там как Производство. это делает сейчас в Черчаке, собирают. Но здесь вот это все комплектующие, вот, знаете, вот Danfoss, это все европейское. Вот вилла, насосы. Вот. Тоже это все в Европе. Здесь идет как бы сборка. Сборка, да? Сборка, да. Вот, докупаются задвижки, там это вот турецкое что-то здесь есть. Вот так все собирается и собирают. Ну, трубы это уже как бы здесь наши местные. Вот по ГВС, видите, нержавейка идет. На воду вообще ставится нержавейка, либо пластиковая труба. Ну, спасибо. Красава хлебца, опрессовка томасен кукула. Sonradan kursatmadı, zaten kısık kursatmadı. Опрессовка хлебца. Да, это как вы, турецкий. По 21 мегаватт каждый. Производство Турции, горелки, вот видите, две горелки. Когда выход на максимальную мощность, включается две горелки. А в экономном режиме одна горелка, Балтур, итальянская горелка. Вот они очень, как КПД газа повышается. Они вот, здесь стоит вентилятор преувеличенный, закачка газа. Так же вот как в машине бензин, тоже воздух. Для чего подается? Чтобы вот эта смесь была. Смесь, вода. И уже все полное сгорание идет. Турбонадув, да, так сказать? Да, ну не турбонадув, ну типа да. Воздушный. Значит, сам котел. Вот здесь вот видите, система газа подведена, все, аппаратура, защита, все, предохранение. Вот видите, компенсатор даже стоит. Компенсатор, чтобы вот вибрация не передавалась оттуда на трубы. Здесь клапана. Здесь все так рассчитано, какая-то утечка газа или какой-то не срабатывание, идет автоматически, газ перекрывается, закрывается, чтобы не было взрыва там всякие. Вот, для еще предохранения котла, вот видите, черные трубы вот две идут, там стоят клапана, предохранительные клапаны, вот как вот на экономайзере тоже.
предохранительный клапан стоит. Это тоже от избыточного давления предохранитель. Если повышается резко, почему-то повысилось давление, ну там свет пропал, насосы остановились, а здесь еще газ идет, ну пока по инерции, и он нагревается, расширение. Излишне, чтобы котел не взорвался, вот сбрасывается. Там на улице эти трубы торчат. Лишнее давление сбрасывается. Вот котлы, они сами там, ну, выдают условно 88-90 киловатт. А вот эти экономайзеры, видите, отработавший газ, который здесь уже выходит, он еще температуру большую имеет. Там 450, вот он отработал там уже, здесь еще большая температура. Поставили вот этот экономайзер, здесь трубки проходят. Вот у нас обратная линия идет, обратка идет. Вот. Поступает в экономайзер, проходит через экономайзер, эти отработанные газы еще отдают здесь свое тепло. Если здесь поступает обратка у нас 70 градусов, здесь она уже подогревается, и уже вот в котел она поступает 80 градусов. Ну, условно, я говорю, там больше, меньше. И потом здесь же котел, ему легче нагнать вот это 80 до 120. И вот подача, вот видите, две трубы подачи. Вот две обратки входят, две подачи. Здесь трехходовая система. То есть газ не напрямую сюда идет, он вот так, обратно и потом только сюда. Там сделано так перегородки, он вот так вот работает, чтобы КПД был большой, чтобы больше газа отдать на... И вот через экономайзер, так здесь вот эти трубки проходят, я говорю, делается уже газ еще больше остывший и уходит. Если, грубо опять-таки, условно говоря, здесь 400 градусов вышло, ну, здесь уже где-то 200 уходит градусов. Условно, там может больше, меньше, и так. Там какие-нибудь фильтры стоят или нет? Перед выбросом в атмосферу? Нет, здесь фильтр не предусмотрен, так как сама система вот этого выхлопа, она уже сбрасывает вот это все. Фильтра здесь нет на газ. Если на уголь, вот там они будут стоять. Вот здесь только на газ рассчитано, а та котельная у нас на дистопливо, и там это будут стоять фильтры, чтобы СО выбросы снизить. Там это будет. Вот они, расширительные баки, то, что я вам говорю, там для домов маленькие, а здесь вот большие, вот кубовые, 2 кубовые на каждый котел, по 2 и 6 штук. Это для всей системы расширения. Вот, на систему отопления 0,2%. Вот от общего объема рассчитывается. Это азотные. Они азотно заполняют. Здесь, то есть не воздух, здесь будет азот. Здесь вот еще уровнемер будет, трубка. Вот они пока не поставили, трубка, будем видеть уровень жидкости, сколько там. Тоже все в автоматическом режиме. Вот 2 на котле и 1 на экономайзере стоит. Вот это защита от внезапного... Это 6 атмосфер, и он сбрасывает? Нет, не 6. Здесь рабочее давление 6-8 бар. Вот, они на 12,5 срабатывают. Потому что когда мы вот эту систему опрессовывали, привозили вот как там, вертикальный такой насос, там он, по-моему, до 24 качает, и он на 12 атмосфер у нас клапана сбросили. Да, 12,5. Бар, мы их проверили, то есть. Ну, бар, это тоже атмосфера. Бар, атмосферное давление, килограмм, сантиметр, там десятки, да, там отличаются. Это все единое. А вот смотрите, теперь такой вопрос задают. Тут-то вот, допустим, час он отработал, сколько кубометров газа? Вот один котел потребляет? Это, знаете, вот как? Это зависит от режима. То есть есть максимальный режим, есть средний, есть минимальный режим. Да. Поэтому от этого зависит. Сейчас пока это котельная. Подрядчик, у нас заказчик местный же, да, вот? Да. Поэтому заказчик министерство, не мы. Мы будем эксплуатацию, мы только будем принимать. Да. И вот когда всю документацию мне представить, я смогу вам ответить. Да. Я пока не знаю. Я почему это к чему клоню? В будущем, вот со студентами, когда уже практика у них конкретная пошла, вот зимой, допустим, неделю выделить, пусть они вот посчитают, сколько газа вот в холодный самый период зимы он потребляет. Вот, допустим, вы сказали 20 мегаватт. Вот этот котел, допустим, столько, общий котельный вот настолько рассчитан, они же работу проводят. С формулами, поработали. Дипломные работы у них мы им дадим исходные данные, значит, количество домов, нагрузки на каждый дом можем дать,
и потом вырвут котла гигакалорий час, вот, и они уже там уже будут похожи, которые именно вот теплоноситель перекачивают по системе, перегоняют. Вот, значит, 4 сетевых насоса, вот, они работают не все одновременно. Здесь просто розетка. 2 насоса работают, когда надо, включается 3-й насос, и 1 насос поставлен в розетку. Вот, чтобы, если что-то такое произошло, их можно просто поменять. Здесь еще пока не закончено, есть какие замечания, вот, будут исправлять. Это уже из сети возвращается и идет в котлы. Да, в котлы идет, да. Я говорю, здесь еще тоже не закончено. Они фильтры здесь еще должны поставить, вот, потому что без фильтров. И здесь вибровставки должны быть. Вот, потому что на консольные насосы у них вибрация большая. Вот они забыли виброставки вставить. Такие резиновые, они гасят вибрацию, чтобы на трубу не передавалось. Как сильфоны, да, вот эти? Но они другого принципа, у них вот такое резиновое, вот прям как груша. Вот резиновые такие. Они на температуру больше это рассчитаны. Да, сильфоники они не очень. Они на вот такое расширение. Да, а это на сжатие. А резина, она на сжатие больше идет. Сильфоники, они больше на расширение. Вот на трассах, на трубах они ставятся, тепловое расширение, они в общем компенсаторы. А здесь единственное, только на сжатие. Есть. И гасят вибрацию. Крыша, все эти фонари, вот квадратик, она здесь тоже, вот видите, КП, вот,